الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, словами «Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах». Наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. Альхамдулилля, мы пришли в дом Аллаха, прочитали ту обязанность, совершили ту обязанность, которая на нас полагается, и пусть Аллах воздаст нам благом, как в этом мире, так и в ахирате, и обрадует нас раем. Альхамдулилля, по милости Аллаха, мы продолжаем цикл лекций тафсира 30-го джуза, и сегодня с вами поговорим о суре Духа. Духа переводится как утро. И в этой суре Аллах Субханаху ва Та'аля, как и в предыдущей, в шарх, Он упоминает, какие блага Он дал нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, в первую очередь, чтобы его укрепить, и также, чтобы укрепить мусульман. Аллах Субханаху ва Та'аля начинает эту суру, а'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, говоря: «Ваддуха валлейли идha саджа». То есть первые два аята – это клятва Аллаха Субханаху ва Та'аля. И чем же? В первую очередь это утро и это ночь, которая покрывает мраком. Вот в этих двух аятах Аллах Субханаху ва Та'аля клянется великими вещами. Утром, или же, как некоторые ученые сказали, днем. Днем, то есть после ночи приходит день, а после дня приходит ночь. Из-за этого Аллах Субханаху ва Та'аля клянется этими двумя вещами. И почему же он так делает? Потому что имам Ахмад передал от Джундуб ибн Абдуллах то, что однажды к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, пришла болезнь. Он заболел и не мог вставать на ночной намаз 1 или 2 дня. И также прекратилось откровение, то есть вахй. И однажды одна женщина пришла к нему и сказала, то есть эта женщина была не мусульманкой, она сказала: «О Мухаммад, я вижу, что твой шайтан покинул тебя, оставил тебя». И тогда, чтобы укрепить пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Субханаху ва Та'аля отправил эту суру. «Ваддуха валлейли идha саджа, ма вадда'ака раббука ва ма каля». То есть Аллах Субханаху ва Та'аля поклялся утром и ночью, и потом сказал то, что Аллах Субханаху ва Та'аля не покинул тебя, не оставил тебя. Он всегда с тобой. Он видит, слышит и знает, в чем ты нуждаешься. И Он не разгневался на тебя, не разгневался на тебя. Почему? Он тебя не оставил. Он оставил, то есть прекратился на короткое время эти вахи, чтобы тебя укрепить. И ответив этими аятами, в первую очередь Аллах Субханаху ва Та'аля укрепил пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и, конечно же, люди, которые думали то, что все, остановилось откровение, они наоборот
перестали что-то говорить пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И Аллах субханаху ва тааля, Он, как только пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, стал пророком, это начиная от аятов, которые мы с вами уже разобрали, Икра, и потом Муддассир, вот с тех пор Аллах субханаху ва тааля, Он возлюбил пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Как в сборнике Муслима приводится хадис: поистине Аллах возлюбил меня, а сделал любимцем, как сделал Ибрахима Халиль, то есть любимцем Аллаха субханаху ва тааля. То есть Аллах субханаху ва тааля никогда не оставлял пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И дальше Аллах субханаху ва тааля, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Валяль ахирату хайрун лака миналь уля». И то, что воистину будущее для тебя лучше, чем настоящее. То есть ахират для тебя лучше, чем этот мир. И из-за этого, по этой причине, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он не связывал свое сердце с этим миром. Ему предлагали быть правителем, он отказался. Ему были готовы отдать все имущество, он отказался. Ему говорили: давай мы дадим тебе самую красивую жену, он отказался. Почему? Потому что Аллах субханаху ва тааля сказал ему то, что ахират лучше для тебя. И когда в конце своей жизни Аллах субханаху ва тааля предоставил ему выбор, то есть Аллах субханаху ва тааля отправил ангела смерти, и ангел смерти спросил: что ты желаешь? Покинуть этот мир и вернуться к Аллаху, или же остаться здесь? И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он выбрал, конечно же, возвращение к Аллаху. Почему? Потому что Аллах субханаху ва тааля обещал ему то, что тот ахират, он лучше. И давайте посмотрим на нас. А мы что выбираем? Да, мы слышим то, что рай, ни один глаз его не видел, никто не слышал про него, какой он. Но несмотря на это, мы связываем свое сердце с этим миром. Думаем: мне еще жить и жить, строим планы, стремимся заработать еще больше. Но я не говорю то, что не надо в этом мире жить достойно, показывать блага, которые Аллах субханаху ва тааля нам, мусульманам, дал. Нет, я не это имею в виду. Мы должны задуматься, чтобы вот в этом мире вкусно кушать, хорошо одеваться, жить в красивой, светлой, теплой квартире, ездить на хорошей машине. Мы сколько сил, времени и имущества тратим. А для ахирата мы что приготовили? Что мы потратили? Куда мы вложились? Это для нас напоминание. И мы знаем, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал вот эту весть в своей хутбе, то, что ахират, он лучше для него, чем этот мир.
Абу Бакр заплакал. Абу Бакр заплакал. И люди, которые его увидели, они удивились. Как так? Зачем он плачет? Надо же радоваться. Но Абу Бакр, он понимал, что кончина пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, близка. И то, что этими словами Аллах субханаху ва тааля напоминает ему то, что твоя миссия все подходит к концу. И мы тоже должны задуматься. Мы здесь вечно не будем жить. Придет конец. И дай Аллах, чтобы этот конец был благим, чтобы мы были готовы к этому. А как к этому готовиться? Конечно же, только размышляя над этим, вспоминая. И не зря Аллах субханаху ва тааля нам в день 17 раз напоминает: Малики яумиддин, царь судного дня. Он всегда нам напоминает про судный день, чтобы мы к этому дню готовились, к отчету. Альхамдулилля, если мы над этими словами размышляем, думаем. А если же нет? Если же многие из нас не готовятся к этому дню, забываем об этом и видим то, что люди стремятся вот в этом мире достичь каких-то высот, и ты хочешь этого или не хочешь, все равно идешь за ними. И вот здесь Аллах субханаху ва тааля предостерег пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сказав то, что ахират, он лучше для тебя. И также приводится то, что Ибн Мас'уд, который сообщил, посланник Аллаха лежал на циновке, а когда он встал, на его боку остались следы. То есть представьте себе, президент страны, который лежит на циновке. Это на что указывает? То, что у него были возможности, но он оберегал себя, ставил преграды, готовился к встрече с Аллахом. И Ибн Мас'уд говорит то, что когда от этой циновки оставались у него на его теле следы, то есть я растирал его бок. Потому что все равно, когда ты лежишь на циновке, остаются следы, и это больно. Я растирал его бок, говоря при этом: о посланник Аллаха, нам надо было подстелить тебе что-нибудь на этой циновке. И он говорил, наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: что мне до мира этого? В мире этом я всего лишь подобен всаднику, который укрывается в тени дерева, а потом отправляется дальше и покидает его. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сравнил этот мир, в котором мы с вами находимся, подобен всаднику. Всадник сегодня он здесь, завтра он в другом месте, а потом он покидает этот мир. Из-за этого люди, которые связывают свое сердце с этим миром, когда приходит конец, они очень сильно чувствуют печаль, боль. А все из-за чего? Потому что цели, которые были поставлены, они были неправильными. Из-за этого
Аллах Субханаху ва Тааля нам постоянно напоминает, зачем мы вот в этом мире живем. И мы, каждый из нас, друг другу должен напоминать, как мы готовимся к встрече, с какой целью мы здесь живем, как мы эту цель выполняем. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь доволен этим. То есть то, что ты терпел, то, что ты оставлял ради Аллаха, ради того, чтобы Он был доволен тобой, ты непременно получишь за это и будешь доволен. Если посмотреть на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, на его жизнь, сколько он терпел, сколько он переживал, сколько он хлопот перенес. И Аллах Субханаху ва Тааля возвеличил его. Аллах Субханаху ва Тааля обещал ему Макам аль-Махмуд, то есть место восхваляемое. Ни Адам, алейхиссалям, ни Нух, ни Ибрахим, алейхиссалям, ни Муса, ни Аиса, никто не мог достигнуть этого места. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля обещал именно пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Он единственный, который достоин свидетельствовать, чтобы судный день начался. Он единственный, кому Аллах Субханаху ва Тааля обещал Каутар, реку, которая вытекает из рая. И после этих обещаний, конечно же, наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его вера, его старания только усиливались. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Алям яджидака ятиман фаава». Разве не нашел Он тебя сиротой и не дал тебе приют? То есть мы знаем, наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда находился в утробе матери, его отец умер. И по истечению 6 лет умерла его мать. А когда ему было 8, умер его дедушка. То есть он был сиротой. И Аллах Субханаху ва Тааля напоминает ему то, что вот в этом мире ты был беспомощный. И Аллах Субханаху ва Тааля дал тебе приют, дал тебе защиту. И дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ваваджадака даллан фахада». То есть Аллах Субханаху ва Тааля нашел тебя заблудшим и повел прямым путем. То есть пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он не был как все курайшиты, поклоняющимися идолам. Нет, это ему для него было ненавистно. Но несмотря на это, он не знал, что такое Коран, он не знал, что такое ислам. И когда он был заблудшим, то есть не знающим, как поклоняться, Аллах Субханаху ва Тааля его наставил, показал, научил, несмотря на то, что он не умел ни читать, ни писать. Это что означает? Когда человек достигает каких-то высот, это не он добился. Да, может быть, он какие-то причины сделал, старался, но все это дал ему Аллах Субханаху ва Тааля. И вот за эти высоты, за эти богатства, за это положение мы должны благодарить Его, Аллаха Субханаху ва Тааля. И как Аллах Субханаху ва Тааля дальше говорит: «Ваваджадака аилан фаагна».
То есть Он нашел тебя бедным и обогатил. Некоторые думают, то, что вот я буду работать на 2 работах и заработаю. Да, мы должны делать полноценные причины, но не должны забывать о приказах Аллаха и Его запретов. Ни в коем случае ради этого мира, ради того, чтобы обогатеть или занять какое-то высокое положение, мы ни в коем случае не должны переходить границы, которые Аллах Субханаху ва Тааля нам установил. Нельзя этого делать. Почему? Потому что если мы это сделаем, если мы перейдем границы, Аллах Субханаху ва Тааля наоборот унизит тебя. И это очень страшная вещь. И на примере пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, которому не интересно было богатство, не надо было ему положение. Ему самое главное надо было довольство Аллаха. Вот что он желал. И Аллах Субханаху ва Тааля ему напоминает: ты был сиротой, беспомощным, Аллах защитил тебя. Ты был заблудшим, Аллах Субханаху ва Тааля наставил тебя. Ты был бедным, пастухом, и Аллах Субханаху ва Тааля тебя обогатил. Не забывай об этом. Благодари Его. Как потом Аллах Субханаху ва Тааля говорит: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. И если придет сирота, не притесняй его, потому что ты был таким же. Иногда бывает такое, то, что человек, который когда-то был в таком же положении, к нему приходит другой, прося еще о чем-то. И он, несмотря на то, что был в таком же положении, и потом Аллах Субханаху ва Тааля его возвеличил, помог ему выйти, смотря на другого, он не проявляет милость. И вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: не притесняй сироту, а наоборот, относись к нему хорошо. Относись к нему как отец. Как бы ты хотел, чтобы к твоим детям относились после твоей смерти. Почему? Потому что может быть такое, то, что и твоих детей это может настичь. И также, когда кто-то к тебе приходит с вопросом, с просьбой, не отворачивайся, а по возможности помоги ему, ответь на его вопрос. Почему? Потому что если ты сейчас от него отвернешься, не поможешь, то в следующий раз, может, он больше к тебе и не придет. Из-за этого, если у человека есть возможность помочь, дать хороший совет, тогда мы должны пользоваться этим. Кроме как, если какой-либо человек пришел с каким-то вопросом и хочет, он где-то уже спрашивал там, и просто хочет сказать то, что один ученый так сказал, а другой так сказал. Какого-то ученого хочет унизить. Вот тогда да, тогда мы можем сказать или отвернуться и не ответить. Но если же
мы видим то, что человек нуждается, и мы в силе ему помочь, то тогда мы должны воспользоваться этой возможностью. И последнее то, что Аллах Субханаху ва Тааля сказал пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям: «Ва амма би ни'мати раббика фахаддис». То есть Аллах Субханаху ва Тааля обогатил тебя, дал тебе блага, так говори об этом. Иногда может быть такое, то, что когда человек говорит то, что Аллах Субханаху ва Тааля дал мне имущество, дал мне положение, другой человек может вспомнить, задуматься и понять то, что а мне же Аллах Субханаху ва Тааля тоже дал. Почему же я не благодарю? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля что говорит в Коране? «Лаин шакартум ла азиданнакум». Если вы будете благодарить меня, то я вам непременно воздам еще большим. И говоря о благах, которые Аллах Субханаху ва Тааля нам дал, тем самым мы возвеличиваем Его, показываем, насколько Он нас любит, показываем то, что Он нас не оставляет никогда, Он помогает. И, конечно же, мы сами, видя эти блага, укрепляемся, потому что мы вот в этом мире делаем только причину, а уже результат от Аллаха Субханаху ва Тааля. Никогда об этом мы не должны забывать. Почему? Потому что если мы начнем полагаться на себя, если мы начнем полагаться на какие-то причины, на положение, на имущество, то непременно Аллах Субханаху ва Тааля этого человека унизит. Потому что это противоречит закону Аллаха Субханаху ва Тааля. Ни в коем случае мы не должны об этом забывать и, подчиняясь приказам Аллаха и остерегаясь Его запретов, вспоминая о тех благах, которые Аллах Субханаху ва Тааля нам дал, мы должны возвеличить Его, благодарить и, конечно же, помогать другим. Почему? Потому что ислам – это религия добра, салям, мира. Из-за этого, если мусульмане, они будут призывать к одобряемому и порицать порицаемое и помогать другим, то тогда Аллах Субханаху ва Тааля возвеличит. Но, к сожалению, на сегодняшний день многие забыли об этом. Многие мусульмане думают об этом мире только и забывают тех заветов, которые Аллах Субханаху ва Тааля нам сказал. И если посмотреть на мусульманский мир, то очень мало кто сейчас стремится получать знания. Очень мало. И тем более очень мало тех, кто вспоминает о возвращении к Аллаху и готовится к этому дню. Не задумываемся, забываем. И если Аллах Субханаху ва Тааля не будет проявлять нам милость свою, то тогда, не дай Аллах, нас может настигнуть кара Его, которую Он воздал многим народам, которые были до нас.
Из-за этого на нас лежит очень большая ответственность, которую Аллах Субханаху на нас возложил, и которую придерживался пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И мы, будучи уммой, будучи мусульманами и говорящие то, что я придерживаюсь сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, должны постараться идти по этому пути. Дай Аллах, чтобы Он принял наше поклонение, простил нам наши грехи, укрепил на этой религии, сделал, чтобы мы придерживались сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и вернулись к Аллаху, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илля Мухаммад Расулуллах». Субханаллах бихамдик, шхаду ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله